Спас-Поруб – село на живописнейшем крутом берегу реки Луза, одно из древнейших селений Прилузья. Исходной датой для определения времени создания городков на Лузе считается 1478 год, когда указом русского царя Ивана III было велено ставить город Устюг на века, а по реке Лузе городки устюжские же. Городок Объячий, городок Спасской и Лосменной, так было сказано в книге Большого чертежу, составленной в начале 17 века. Много лет живет такая вот легенда были Спас-Поруба. И ранней весной пошли воины на лодках-ушкуях в разных направлениях, где по воде, а где волоком. Так попали в Сухону, а из нее в реку Юг, оттуда стали подыматься вверх по Лузе. И решил воевода из Новгорода Великого обосновать на сей реке 3 городища – Лаемское, Спас-Порубское и Ношульское. Сам же с сыновьями и толикой дружины остановился в Среднем становище. Там же было водружено знамя Спаса Нерукотворного. Высадилась дружина под горой. В то время по всему правобережью реки высились нетронутые леса. Корабельная в 3 обхвата, сосна, пихта, яль. Место было выбрано знатное. Сама природа должна была защищать городище. Спереди текла Луза, справа пролегал глубокий овраг, слева небольшой лог, через который перекинут мосток, который на ночи при появлении неприятеля подымался. Сзади же впоследствии появился искусственный овраг, вырытый людьми, на крутом взлобке, окруженном оврагами, и была воздвигнута крепость. Крепостца. Из громадных просмоленных бревен сложены стены и смотровые башни. В середине городища был вырыт погреб, а из него уходил в лог подземный ход. Дружина, лошади, провиант и воинский арсенал – все можно было поместить и укрыть в крепостце. Очень быстро русские сроднились с живущими здесь коми. Длительное время, вплоть до 30-х годов 20 века, через Спас-Поруб проходила этническая граница между русскими и коми. Название же села Спас-Поруб, скорее всего, произошло от 2 слов. Первая часть «Спас» произошла от Спаса Нерукотворного, знамени с ликом Христа. Знамя князя Новгородского говорило, что место это прославленное великое, Богом спасенное. Вторая часть слова «пору», ударение на последний слог, означает «сруб», «изба», то есть Спас-Поруб – это спасенный дом, спасенная крепость или, возможно, святая крепость. К началу 17 века необходимость в укрепленном городке исчезла, и он был заброшен, и в течение 17 века разрушился. Первые же описания древнейшего селения Прилузья содержатся в дозорной книге 1620 года. Тогда в составе Спасской волости, кроме погоста Спасского, насчитывалось 41 селение. Они были заселены коми, а также русскими, переселявшимися сюда с низовьев Лузы. В 17 веке среди жителей Спас-Поруба были и выходцы с Вятки. На погосте имелась деревянная Спасская церковь. Каменную церковь построили в 1784-1786 годах. В 17-18 веках многие жители уходили отсюда в Сибирь и Прикамье. К числу наиболее древних фамилий села относятся известные с тех времен Езимов, Зорин, Калов, Лобанов, Марков, Старцев, Урнышов, Яйцев, Тимонин, Безносиков и некоторые другие. В 1862 году в Спас-Порубе открылась школа. В 1890 году ОДУ появилась школа и в деревне Поруб. В 1905 году открылась библиотека. В 1930 году здесь имелись больница, школа, изба-читальня, ветеринарный пункт, камера нарсуда, пароходная стоянка, потребительское общество, агентство Гасторга, крестьянский комитет общественной взаимопомощи, участок милиции. В 1959 году селения Порубского сельского совета были включены в состав Спас-Порубского.
В 1970 году в Спаспоруге жил 831 человек. В самом селе в 1989 году 48% жителей составляли русские, 45% коми. В деревне Керас жили русские, в остальных деревнях коми. Спаспоруб вписал свою яркую строку в историю Великой Отечественной войны. Это родина двух героев Советского Союза. Иван Петрович Марков стал первым героем Советского Союза из Коми-Республики. Это звание было присвоено ему за подвиг, совершенный в ходе боев за остров Туркен-Саре, во время Финской войны. Старший лейтенант Марков погиб осенью 1941 года и похоронен на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Виктор Иванович Лобанов в Красной армии с ноября 1943 года. Он принимал участие в освобождении Украины, Белоруссии, Восточной Пруссии. Звание Героя Советского Союза получил за форсирование Днепра. Выполняя боевое задание под огнем противника, он трижды переплывал реку Днепр. Ему было тогда 18 лет. В послевоенное время работал старшим инженером объединения Комилеспром в городе Сыктывкаре. Ему было присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР». Умер Виктор Иванович в 1996 году в Сыктывкаре. Центр села украшает скульптурный комплекс, посвященный односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В праздничные дни здесь бывает многолюдно. Достопримечательностью современного Спаспоруба многие сельчане считают новый храм, освященный в честь Пресвятой Троицы. Церковь вознесла свои купола в самом живописном месте села, на высоком берегу Лузы, на месте старого храма. Строительство нового храма связано с именем отца Иннокентия. Благодаря его кропотливому труду и организаторским способностям, в селе в короткое время удалось возродить православные традиции. В настоящее время в поселение входят село Спаспоруб, деревни Керас, Кулига, Плеса, Поруб, Поруб, Киповская, Ракинская, Урнышевская. На всей территории поселения проживает 1007 человек, а в самом Спаспорубе 643, а жилых домов – 207. По сельскому поселению в настоящее время насчитывается 243 хозяйства. К сожалению, проблемы последнего времени, характерные для наших сельских поселений, не могли не коснуться и этих мест. По данным социологического исследования, проведенного в рамках проекта «Лесная деревня», из села работает на выезде до 33% трудоспособного населения. И все-таки Спаспоруб находится в более выгодном положении, выделяясь среди лесных деревень проекта с оптимальной транспортной доступностью. И с райцентром, и с Сыктывкаром село связано регулярным автобусным движением. Здесь, в крестьянско-фермерском хозяйстве Старцево, уже налажена переработка и реализация молока. Особой гордостью села является потребительское общество, в штате которого на сегодня 83 человека. В Спаспорубе стремятся, чтобы все было свое натуральное. И хлеб, и мясо, и молоко. Сельские кооператоры производят 8 наименований хлебобулочных изделий, мясные полуфабрикаты, занимаются заготовительной деятельностью, оказывают бытовые услуги. В активе общества 17 магазинов, хлебозавод, закусочная, небольшой цех по производству мясных полуфабрикатов, парикмахерская. Сельпо обслуживает 11 населенных пунктов. В перспективе реально наладить и переработку грибов и ягод. Благо потребительское общество уже на протяжении многих лет ведет закуп лесных даров у населения,
Среднедушевые объемы сбора ягод для продажи доходят здесь до 50 кг за сезон. Есть и другие направления перспективного развития села. Остается обеспечить рабочими местами подрастающую молодежь, обеспечить ей комфортное проживание на территории поселения, и в светлом будущем тогда можно не сомневаться. Если вам понравились видеосъемки сел и деревень, вы можете посмотреть на моих каналах уже более 230 видеороликов, снятых в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Приглашаю подписаться на данный канал в YouTube, а также поддержать подпиской мой новый канал «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен. Новый канал в Дзен можно найти по ссылке в описании к видео, также вы видите его на экране. Будьте активны, пишите комментарии по видеосюжетам, оставляйте свои пожелания. При монтаже использована информация с сайтов, на которые можно перейти по ссылкам под видеороликом.